Пока несколько лет не нравится. Я очень прошу, вы же знаете, что я звук не выключаю. Ну, Галия совместно, да, будет помогать мне тоже выключать звуки. Но хорошо, если вы сами следите за звуками, потому что когда вы следите за звуком своего зума, это значит, вы сидите с нами здесь и сейчас, потому что те люди, кто за звуком не следят, значит, они отвлекаются, смотрят, ну, что-то, чем-то другим занимаются. Точно так же, как, например, когда вы сидите с видео. Когда вы сидите с видео, вы сидите здесь с нами. Когда вы не сидите с видео, вы отвлекаетесь, конечно. Но бывает там такая вот причина объективная, но в целом, конечно, это очень такая большая к вам просьба. Меня зовут Замзагуль Танрберген. И я являюсь двойным голубым бриллиантом компании «Бепик». И вы знаете, я вот сегодня, когда готовилась к этой теме, я поняла, почему мне нравится. Мне нравится делать этот бизнес, наверное, по мне это видно, особенно сейчас, потому что я как сетевик и как лидер родилась, и как продуктовик, вот реально, да, и как продуктовик на моем первом событии. Самое первое мое событие, оно было 9 сентября 2009 года. Я навсегда запомнила это. И вы знаете, и это было событие, когда 400 человек в зале, это было предоткрытие компании «Ксанга», когда она заходила на рынок СНГ. И вот именно в тот день я приехала туда, это была платная презентация была, просто была презентация. Причем она была платной, и в 9 году 3000 тенге, я помню, как сейчас, это были, ну, не совсем маленькие деньги, да, если говорить о входе. Я заплатила эти деньги, не понимая вообще, что я иду, куда я иду и зачем я иду. Просто меня пригласили, сказали, будет презентация очень хорошего продукта. И все, я приехала. 400 человек в зале. И вы знаете, самое интересное, что я сразу же прониклась и к продукту, и сразу же прониклась к самому бизнесу. То есть я поняла, что это что-то крутое, что-то очень интересное, то, чем я никогда не занималась, и то, что у меня никогда не будет, если я не буду с ними, с этими людьми. Вы знаете, на тот момент я не была без денег, я была с деньгами. У меня было 16 книготорговых точек. Я приехала туда на новом салоне Прадике, у меня было 4 квартиры, один офис в городе Алмате. И мы с мужем реально делали тогда традиционный классический бизнес вполне успешно, но я была все время в поиске, потому что я понимала, что это только касается вот тот мой бизнес, он внутри города Алматы, а мне хотелось чего-то большего. И вот, знаете, когда я первый раз попала на это событие, да, и в тот момент, когда, видимо, так грамотно это событие было сделано, или я была тогда готова к тому, к каким-то изменениям в своей жизни, но я сразу же поняла, что я здесь буду. В первый же день приняла решение. На другое утро я пришла и сделала контракт. Тогда контракт стоил 264 евро. И вот через месяц, буквально через месяц, 10 октября, я уже была в Лужниках на открытии компании «Ксанка» в СНГ. И, конечно же, самое главное, тогда я не понимала, сколько трудностей меня ожидает, да, я не понимала, сколько будет впереди взлетов и падений, обучения, школ и так далее. Но я понимаю сейчас, я уже, конечно, понимаю, что этот бизнес потрясающий. И этот бизнес, конечно, очень, с одной стороны, легкий и с другой стороны, сложный. Сложность его заключается в том, что мы все работаем с людьми. В этом бизнесе мы работаем с людьми. И в этом сложность, и в этом вся прелесть. Мы же часто слышим такое выражение, что есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая – это то, что мы работаем с людьми. И плохая новость тоже то, что мы работаем с людьми. И вы знаете, вот эта новость для вас может стать хорошей, если вы любите людей. Когда вы любите людей, вы стараетесь максимально пригласить их на то, что вам нравится. И для того, чтобы приглашать на то, что вам нравится, вам нужно понимать, куда вы попали сами, зачем это нужно вообще, вот этот бизнес, в первую очередь, да, зачем он вам нужен, для чего, зачем вам нужны эти события, зачем вам нужен этот зум, на котором вы сидите. И, вы знаете, после того, как я через месяц оказалась в Лужниках, в Москве, естественно, у меня открылись глаза еще больше, и после этого понеслось 15 лет. И вот в первый год я уже была во всех городах, где проходило событие. Это был Новосибирск, потом Париж, потом Киев, потом Казань, потом Орландо, потом Семипалатинск, Усть-Кимен, Астана и так далее, и так далее. И за
вот эти все годы, я вчера посмотрела в районе 15 стран, где я побывала по бизнесу MLM и не по бизнесу MLM тоже. Понимаете, да, раскрываются большие масштабы, большие границы, тогда, когда вы начинаете понимать, что такое вообще событие, и никогда не будете пропускать любые события, которые происходят. И вот мой рост происходил вместе с ростом моего понимания, да. Чем больше я ездила, тем больше я понимала, чем больше я понимала, тем больше я росла. Как, и не только как сетевик, не только как лидер, но мое сознание, мое мышление, все одновременно развивалось в нужную сторону. И скажу вам по секрету, что недавно я встречалась, вот я когда встречаюсь со своими сокурсниками, журналистами, которые сейчас, конечно, не все в журналистике, в разных сферах работают, многие из них на пенсии, мне с ними скучно, потому что они столько не видели, столько не развивались, сколько я развивалась в своем бизнесе MLM. И вы знаете, с самого начала, с самого первого дня все городские презентации, которые проходили у нас раз в неделю, все школы, которые были тогда у нас и в городах Казахстана, и везде, да, все интенсивы, ретриты, все ивенты, все форумы, это все лидерские какие-то каникулы. И единственные за 5 лет тогда в той компании, когда была, куда я не поехала, это я на круиз не поехала. Вместо круиза я сделала промоушен, вместо круиза тогда я поехала в Таиланд, потому что я боюсь кораблей, я боюсь вообще воды. Вот, поэтому я сегодня сделала анализ и поняла, что то, что я делала, это было все правильно. И почему события ускоритель успеха? Чем больше вы посещаете событий, тем больше вы понимаете этот бизнес. Чем больше вы привозите людей на любые события, тем быстрее растет ваш бизнес. И, и мероприятие, любое мероприятие, в Zoom мероприятие, или там просто какое-то мероприятие, которое в вашем городе проходит, или региональное мероприятие, или большой ивент, это все двигатель вашего бизнеса. Без этого невозможно двигать бизнес и невозможно вообще что-либо сделать, потому что вы будете не понимать. Не понимать, почему, зачем ты здесь. Зачем ты здесь и почему тебе нужно все это. Вы знаете, что самое главное, да? Многие люди, те люди, которые не приезжают на события, они закрываются в своем пузыре, занимаются продажами и зарабатывают, конечно, деньги. Можно даже таким образом и на квартиру заработать, понимаете, если вы очень хороший продавец. Но вы одинокий продавец, волк-одиночка, и вы не видите масштаб, потому что с вашими способностями продавца, если бы вы были на мероприятии, и вы бы увидели масштаб, конечно же, у вас продажи были бы уже совершенно на другом уровне. Что дает событие? Что дает событие, когда вы оказываетесь на нем? Дает вам веру. Вера у вас рождается. Вы знаете, да, что правило MLM – это вера в себя, вера в продукт, вера в компанию и вера в маркетинг. И вот эта вера рождается только на событии. Подтверждение того, что система работает. Вы на событии видите систему, вы видите, что все, что вам говорят, говорит вам наставник, это все правда. И на событии вы принимаете решение. Именно на событии. Я много-много людей видела, которые хобби, да, хобби или там как бы потребительство продуктов, да, когда просто потребляли продукт, им нравился продукт, и где-то что-то маленькие продажи делали, когда они оказывались на событии, они принимали решения, и у них это была точка роста. И любое событие, любой бизнес, любого лидера, бизнес растет от событий к событию. Я не представляю, чтобы какого-то топ-лидера или какого-то лидера, человека, очень активного человека, который действительно приверженного человека, даже если он еще не лидер, чтобы его не было на событии, я такое и не представляю. Всегда мы на событиях видим практически одних и тех же людей, которые с нами двигаются. И окружение, да, то, что вам событие еще дает, это окружение. Окружение, которое определяет ваш результат. Вот такое выражение есть хорошее, я давно тоже слышала, и сегодня решила все-таки слайд поставить. Хочешь стать соленым огурцом, прыгай в банку с рассолом. У нас бывает так, что человек, которого, вот даже в командах, просто вот подумайте, в ваших командах тоже есть, наверное, такие люди, которые создают отдельно себе
чат, да, и отдельно стараются со своими людьми работать, не участвуя в большой системе, не заводя людей в большую систему. И те люди, которые не привозят на события своей команды. У них не бывает роста, и у них идет очень-очень большое, как это называется, утечка кадров. Люди уходят, потому что люди устают. Люди устают от того, что у них не хватает энергии. Потому что на событии вы перенимаете. Вы на событии получаете энергию. Перенимаете мышление, привычки топ-лидеров. Вы на событии видите их, да, и вы хотите быть такими же, как они. Я знаю, что у меня в команде много раз такие происходили вещи, когда просто потребитель приезжал на первое событие, да, выигрывал продукт, и он влюблялся в этот продукт. Потом на следующее событие приехал в надежде опять выиграть продукт, но он увидел совсем другое. Он увидел топ-лидеров, он увидел лидеров, он увидел команды, которые приезжают, и принял решение делать этот бизнес именно в компании Биэпик. И важно, что вот многие говорят, я через Zoom посмотрю, я через TikTok посмотрю, я в прямой эфир зайду, даже вот он в Алмате, когда проходят живые встречи, многие люди, партнеры говорят, не приходят, например, и говорят, я посмотрю через стрим. Ну, у нас мы же всегда стримы включаем. Но стрим это совершенно другое, потому что состояние передается только, когда вы лично общаетесь. Даже по воскресеньям, да, вы приходите в воскресенье, обнимаетесь со всеми, чувствуете себя своим человеком, да, и у вас на целую неделю рождается то состояние, с которым вы идете дальше делать бизнес и передавать информацию о том, что есть такой потрясающий продукт и такая классная компания. Немножко хочу остановиться на том, что какие формы событий бывают, форматы событий бывают. Бывают крупные события. Я не говорю про презентации, там всякие встречи, да, продуктовые школы бывают, офлайн, онлайн. Я сейчас говорю про офлайн события, которые проводятся на земле. То событие, которое, в принципе, вам дает навыки, да, где вы получаете скрипты, где вы становитесь экспертом наших продуктов, вы слышите много-много результатов, живых результатов людей, да. Событие называется обучение, это называется бизнес-интенсив. Это бизнес-событие, которое у нас тоже ожидается в апреле в Казахстане, в Алмате. Я не знаю, может, возможно, на Кавказе, где-то еще в других городах есть, но я вам говорю, что время от времени топ-лидеры у себя даже могут создавать вот такие небольшие даже бизнес-интенсивы, где они передают именно вот эти инструменты бизнеса. Естественно, на таких событиях обязательно бывает тоже признание тех людей, которые за тот период, который между событиями сделали, сделали ранги, да, сделали какой-то рост у них произошел. Следующее – это обучение, обучающие события, чисто обучающие события, где собираются от 100 до 500 человек. Следующее событие – это масштабное большое событие, оно называется форум или называется event. Что человек получает на форуме? На форуме любой человек, кто придет, он видит масштаб компании, масштаб вот этого мероприятия, он видит масштаб лидеров, он получает признание или он становится свидетелем признания других людей. И он видит будущее, то есть стратегию, да, видение будущего у него рождается. Он понимает, куда идет компания. Он слышит о том, что будет следующим мероприятием. И он, человек, который на таких больших форумах оказывается, конечно же, еще и один большой плюс, потому что форумы иногда, ну иногда, а чаще всего. Вот для Казахстана, например, форум это в нашей родной стране. А для кого-то, кто приезжает с Кавказа, с России, с Кыргызстана, Узбекистана, Турции и так далее, это для них еще и путешествие за границу. Поэтому форумы, ивенты тоже ни в коем случае нельзя пропускать. И если вы делаете серьезный бизнес, конечно, надо вывозить огромное количество людей. Чем больше людей вы привезете, тем быстрее будет расти ваш бизнес, и он будет ускоряться. И еще одно небольшое событие проводится – ретрит. Чаще всего ретриты проводят, конечно, уже для ключевых партнеров или же для лидеров. Это чаще всего какие-то лидерские обучения, где специально приглашенный, может быть, тренер, а возможно,
В наших командах уже есть такие тренеры, которые работают над мышлением партнеров, да, над тем, чтобы человек мог быть честным, честным по отношению к самому себе. Здесь хочу немножко остановиться. Чаще всего мы сами себе врем, что мы будем этот бизнес делать тогда, когда там внук подрастет, мы будем этот бизнес делать тогда, когда там снег растает, или тогда, когда там на пенсию выйду или еще что-то, да. И вот здесь, конечно же, на ретритах мы получаем понимание, что надо быть честным, надо сегодня садиться и признать себе, что я хочу от этого бизнеса и когда его начну делать. Никогда не бывает удобного времени. И ретриты, конечно же, дают сплочение команды, сплочение лидеров между собой, потому что именно на таких ретритах лидеры становятся очень близкими друг к другу, потому что они на ретритах переживают совместно каждый свою боль и общая боль, и происходит очень мощная трансформация личности. И, конечно, надо понимать, что каждому формату события своя цель, у каждого формата своя цель. И предстоящее событие, об этом мы сейчас еще поговорим, да, конечно же, это обучающее событие. Впереди в этом году у нас два крупных события. Одно событие у нас обучающее, это бизнес-интенсив, и другое событие– это форум. Это очень большое масштабное мероприятие, которое будет проходить в городе Алматы. Почему важно слушать разных спикеров на событиях? Вот один из моментов событий– это то, что вы, когда приезжаете, вы за 2 дня видите много-много разных спикеров. Будут спикеры такие, которые просто будут такие же, как вы, партнеры, выходить и делиться результатами о продуктах. И в этот момент у вас рождается очень мощная вера в продукт. Вы понимаете, почему этот продукт надо кушать, да, хотя вы и так понимаете, да, но есть люди, которые где-то сомневаются. И именно этих людей, конечно, нужно привозить на наши события. Во-первых, извиняюсь, вы можете слышать, вот у нас все наставники, конечно, классные. Все наставники, конечно же, хотят роста своим личникам, своей команде. И они каждый день и в зуме, и на встречах живых с вами разговаривают. Но вы его можете не слышать. Чаще бывает так, что срабатывает на этих событиях эффект третьего лица. Если какие-то вашей команде партнеры вас не слышат, обязательно везите их на события. Обязательно привезите их, потому что эти партнеры, возможно, это ваши золотые кораблики, но они просто вас не слышат. И они могут услышать другого спикера. И одна фраза со сцены другого человека может изменить все для этого партнера вашего, да? Ну и для вас в том числе. И самое главное событие, на событии это поймать инсайт, который перевернет ваш бизнес. Если сейчас ваш бизнес да, в стагнации, если сейчас он растет, но растет медленно, если сейчас вы поставили цель и почему-то решение, достижение этой цели все отодвигается, то, конечно же, нужно приехать на событие обязательно и нужно обязательно привести максимальное количество своих партнеров, своих потребителей даже, потому что тот самый провалившийся жетон, который уже, как говорится, сетевики все знают, да, и все ждем, когда же жетон провалится. У разных людей по-разному. Вот мой жетон провалился на самом первом моем событии, в самый первый день, когда я просто пришла послушать, не будучи сетевиком, не понимая вообще, что это такое MLM, да, и у меня провалился жетон, потому что я захотела, мне показали картинку со сцены, как можно жить, и мне показали, как можно быть здоровым. И вы знаете, я ни разу за это время не усомнилась в том, что MLM– это безграничные возможности. Были, конечно, моменты, когда я в себе могла сомневаться, да, но то, что MLM это безграничные возможности и финансовые, и здоровья, и личностного роста, в этом я никогда не сомневалась. Я знаю, что когда во мне рождаются сомнения в себе, я еду на мероприятия, я захожу на вот такие зумы, и где у меня рождается снова рождается уверенность, снова появляется энергия. И вы знаете, что на событиях люди что получают, кроме всего этого? Слышат другого спикера, да, видят масштаб событий, видят других людей, видят людей из разных городов. Они также видят, слышат результаты по здоровью. Кроме этого, на событии каждый человек, кто не получал еще признание, он видит, что другие получают признание. Потому что в МЛМ
MLM– это бизнес-признание. И когда человек видит такого же, как он, да, простого там водителя, учителя, врача или еще кого-то, кто стоит на сцене и получает признание, кто стоит на сцене и делится своей историей, да, и тогда у него внутри рождается тоже желание точно так же выходить на сцену. Ребята, признание– это очень сильная мотивация. Публичный успех мотивирует сильнее, чем деньги, потому что на самом деле, вы знаете, есть компании, где люди для того, чтобы сделать большие ранги, да, продают квартиры и вкладывают в бизнес. Слава богу. А потом у них рушится бизнес, потому что не во всех компаниях продукт такой, как у нас. У нас даже если человек какую-то небольшую сумму вложил, да, эти деньги возвращаются, потому что продукт наш продается. Просто даже если вы не умеете продавать, ваше окружение знает, что у вас есть продукт, к вам просто приходят, в любое время дня и ночи и просит этот продукт, его не хватает. То есть человек, который даже ради признания там какую-то сумму вложил, да, он не теряет ничего. Но я вам не рекомендую так делать, я просто говорю, что в нашей компании даже это безопасно. И вы знаете, это психология человека, да, ради успеха на сцене, ради того, чтобы выйти на сцену, конечно, он сделает все. И наша задача научить этих людей для того, чтобы выйти на сцену, научить и помочь этим людям сделать ранги, сделать так, чтобы они были на сцене. Вы не представляете, какую радость получает даже сам лидер, когда его люди. Вы же знаете, да, что до слез, когда ты знаешь, что твой мальчик, который вчера только пришел стеснительный, стоит на сцене и получает грамоту и значок серебра. Или та девочка, которой там 65 лет, и которая никогда в жизни не получала ни от кого даже, ну, вот даже слова благодарности, стоит на сцене и получает значок золота, да. Это настолько, знаете, настолько это для меня это трепетно, и я настолько люблю вот эти моменты, когда есть команды, и это меня, честно говоря, очень сильно волнует. У меня всегда бывает очень сильное желание как можно больше людей вывести на сцену, чтобы они получили признание. И важно самому стремиться попасть на сцену, сделать следующий ранг, следующую высоту взять, выйти на сцену, потому что это пример для вашей команды. Вся команда всегда смотрит на вас. Ребята, даже то, что вы сидите сейчас в этом зуме, и ваша фамилия, и имя, и вы с открытым экраном, вы пример для вашей команды. Человек, который заходит в Zoom или приезжает на событие, в первую очередь обращает внимание, а мой наставник здесь или нет? Где мой наставник? И когда он видит, что его наставник здесь, его наставник на событии, этот человек уже больше вам доверяет, и он идет потом вслед за вами. Очень большая ошибка, когда вы сидите в другом городе и говорите, я не поеду на это событие. Понимаете, да? Поэтому обязательно нужно понимать, все города Казахстана, все, кто хоть как-то делает бизнес, да, и если вы хотите роста, вам нужно обязательно быть на мероприятиях. Еще раз повторяю, два больших мероприятия в этом году предстоит у нас в нашей команде Евразия, команде Бепик 2 по 2. И сцена, она меняет жизнь. Ребята, сцена меняет жизни многих людей. И я вам тоже желаю, чтобы вы, конечно же, максимально постарались на сцену вывести своих людей. И золотое правило лидера, ребята, главная формула успеха, еще раз повторяю, это вести свои команды. Вы знаете, представьте себе, что наш бизнес– это большой пирог. Вот представьте себе большой пирог, и вы хотите с этого пирога отрезать себе какой-то сегмент, да, чтобы у вас был запас еды. И этот сегмент, кусок пирога, зависит, какой процент вы отрежете себе, зависит, какое количество людей привезли. 10% вы возьмете от этого пирога, да, который называется товарооборот компании, 20% или 1% зависит от того, сколько людей вы привезли на событие. На любое событие. Каждый раз, когда вы оказываетесь на событии, всегда надо смотреть. В первую очередь рекомендую смотреть, сколько моих личников там сидит. Потому что личники– это 20% вы получаете от дохода вашего личника. Правильно же, да? Личники– это ваша стабильность. И личники– это как бы рост вашей команды. Поэтому смотрите, сколько и учите своих личников
смотреть, сколько личников они везут на событие. Надо каждому человеку думать о том, сколько, еще раз повторяю, еще раз и еще раз я вам повторяю, что сколько личников я привезу на команду. Поэтому не езжайте один, везите команду. И то, что всегда, когда очередное мероприятие объявляется, нужно думать о том, не о том, поеду я или нет, даже вопроса. Я знаю, мой наставник Галя Сергазина, у нее вопроса не возникает, будет ли Замзагольта Нарберген на том или ином событии. Даже вопроса не должно стоять. Должен вопрос стоять, сколько человек я привезу. У меня вопрос в некоторых своих личников даже не стоит, будут или нет. У меня только стоит вопрос, сколько людей они привезут на это событие. И это тоже есть определенные техники, как работать. Я немножко, конечно, в конце об этом вам расскажу, потому что реально как приглашать, как говорить, чтобы на это событие, на любое событие приезжали ваши люди, нужно тоже это уметь делать. В первую очередь, когда вы объявляется событие, вам надо узнать, что будет на этом событии. Вам нужно понимать, я вам еще раз сказала, еще раз хочу повторить, что есть несколько форм событий, да, и предстоящее событие 11-12 апреля в Алмате – это событие, обучающее событие. Конечно, на этом событии первый день будет презентация, первый день будут люди выходить со своими результатами о продуктах. Будет мощная презентация, ребята, да, праздничная презентация, которую будут проводить спикеры международного уровня. Будут люди со всех стран, со всех городов, которые будут вживую выходить и рассказывать о своих результатах по продукту. И, конечно же, будет признание, да, с рангами там, и, конечно же, там будут подарки, и, конечно, там будет розыгрыш призов, и, конечно, там будут главные призы в виде смартфонов, телефонов, сотовых телефонов, да. Все это, конечно, будет. И вам это надо знать, и это надо об этом говорить, и нужно приглашать не обязательно даже партнеров, не обязательно. Вот я, например, считаю так, что я считаю, что все мои личники 100% обязаны быть на этом событии, и их личники тоже. Но важно пригласить партнеров, которые пока просто, не партнеров даже, а потребителей, которые просто кушают наш продукт, и, возможно, у них иногда не хватает денег на продукт. И чтобы они начали зарабатывать через нашу компанию, они должны оказаться на обучающем событии, потому что на второй день уже, на второй будет реальное обучение от тех людей, кто уже сделали результаты, от тех топ-лидеров, кто уже умеют делать этот бизнес. И они, конечно, будут передавать свои навыки, они будут передавать свое понимание. И это, естественно, будет очень мощное обучение. И поэтому вам нужно. И даже не обязательно вести на это событие. За 2 дня, за 2 дня всего лишь там, я не знаю, даже, по-моему, $20 нет, по-моему, $15 билет стоит, да, 8 тысяч тенге за 2 дня. За 2 дня обучения, за 2 дня получения знаний. И можно пригласить даже тех людей, которые еще не в теме, которые не понимают даже и никогда не кушали продукт. Просто продать билет на очень мощное событие этого года, где они получат уже информацию и о продукте, услышат результат. Еще раз, я все время повторяю, что вы поняли, да, о чем надо говорить и как надо делать, чтобы ваши люди не отказывали вам. Конечно же, каждую встречу надо заканчивать, каждую встречу и каждое решение человека купить продукт, нужно прикреплять к этому продукту продажу билетов. Обязательно. Вот пришел человек, захотел продукт купить, продай ему билет. И скажи ему, что ты на этом событии услышишь, как этот продукт работает. Не обязательно даже про обучение говорить. И человек придет, скажи ему, что ты там можешь выиграть хорошие призы. И скажи ему, что ты купишь за 8 тысяч тенге билет на это событие двухдневное, и обратно ты подарок получишь за 15 тысяч тенге, то есть в 2 раза больше. Ты потратишь там, сколько получается долларов, да, 5, 6, 7 долларов, а обратно вернется $15 тебе. Вот, поэтому 15 или 30 я уже, вот, $30. Поэтому это очень важно уметь держать сейчас в фокусе. Ребята, надо в фокусе держать именно самое главное событие, до которого осталось всего лишь 1,5 месяца. Вот сейчас самая важная для нас всех работа – это продажа билетов. Не потому, что там это нужно Галие Сергазина, это Булату, там, Ерлану, Райхан там, и другим лидерам, а потому что это нужно вам,
для вашего роста и для вашей, как бы, для вашего понимания и ускорения вашего бизнеса, да. И обязательно нужно сейчас, после события, просто пока все по горячим следам, забронировать билет на следующее событие. Уже сегодня нужно забронировать билет на следующее событие. Это обязательно. Сейчас покажу, когда будет следующее событие. Да, вот оно. Это будет бизнес-интенсив, БЕПИК, 11-12 апреля. Во всех чатах. Каждое утро, я думаю, что нужно во все чаты кидать вот этот плакат. Каждое утро нужно закидывать анонс. И каждое утро нужно напоминать о том, что у нас впереди потрясающее, мощное, очень информационное, очень энергоемкое событие в городе Алмате. Ну, конечно, те, кто живут в других странах, в других городах, для вас это будет еще и путешествие. Красивый город – это время, когда в Алмате уже будет тепло, уже будет, я думаю, что уже сирень будет там появляться, по-моему, да, не помню, в апреле. Ну, то есть это будет действительно очень теплый и красивый город в это время, поэтому обязательно нужно быть на этом событии. И вот это здание вы видите, да, раньше он назывался Айсер, сейчас Регардал, отель, вот этот бизнес-отель, в этом отеле, вот здесь вот картинку вы видите внизу, да, на 14 этаже будет проходить событие. Места, конечно, ограничены, топ-лидеры уже разбирают по 50-50 билетов, поэтому нужно, конечно же, занимать места, покупать билеты на свои команды. Ну, естественно, у нас следом за этим мероприятием, на этом мероприятии обязательно нужно взять с собой желание купить билет на следующее событие, которое будет осенью, 26 сентября. Это будет уже форум, это будет большой ивент, да, международный, куда приедет наш любимый Хесус, чтобы вы не забыли, посмотрите на его, я не знаю, там Данпад, нам еще, возможно, будут кто-то из формуляторов, но тоже будет очень мощное событие. И вот кусочки из прошлых событий, ребята, да, которые у нас проходили. Что я хотела сказать? Вот у нас есть очень-очень много примеров. Я сегодня не нашла фотографий, там были, не смогла загрузить кое-какие видео, да, не получилось. Но возьмите, например, пример Ольги Яремчук, которая в 23-м году попала на это событие впервые. И она тогда приезжала со своей дочерью, я не помню, кто с ней был, некогда было сегодня созвониться. Я знаю, что после этого она уже на следующее событие приехала уже в ранге «Черный бриллиант». И вы Она знаете, была что одна. нет, на первом событии она была одна, да, вот она Мгм. одна была, да, с дочкой, я помню, она приехала, и все, и она была одна. А на второе событие, которое было уже следующий форум, и она уже туда приехала, это было летом в Алмате, да, она уже приехала, по-моему, в ранге «Черный бриллиант». Сейчас у нее большая команда топ-лидеров, ребята, топ-лидеров. Многих из них знаем. И она приезжает сейчас уже все больше и больше команд, она привозит на все форумы. Ребята, это с Украины, через какие-то другие страны. Там очень трудно добраться, очень дорогие билеты. Вы понимаете, да, что человек на первом событии, что она увидела, раз у нее вот такой сейчас рост. И она на всех лидерских каникулах, на всех форумах. И я знаю, что осенью она будет в Алмате уже с командой, с намного больше командой, и, скорее всего, будет уже в следующем ранге. Вы знаете, это на самом деле так, и я могу привести много-много примеров. Я знаю, что на 23-м году, на первом событии, да, у нас Галия тоже было много двойных голубых бриллиантов. Я вот реально тогда для меня это был недостигаемый ранг, двойной голубой бриллиант. Я тогда была в качестве даже не бриллианта, по-моему, только-только вернулась. И вы знаете, сейчас я двойной голубой бриллиант благодаря этим событиям, благодаря тому, что на событиях всегда присутствуют мои личники и люди из моей команды. И любой лидер, да, вот сейчас здесь двойные голубые бриллианты, Айжана Кимбекова, Бибюл Куптиарова, да, Мурадил Бабаев, все эти люди могут подтвердить, что их рост происходил от события к событию. Только привезя, только посадив своих людей на свои команды на события, можно уже думать о том, что на следующем событии у тебя будет еще больше команда, на следующем событии будет у тебя еще выше ранг. И на самом деле
это есть, это уже доказано многими-многими лидерами. Вы всех их знаете, вы знаете, что сейчас у нас действительно идет мощная подготовка к мероприятию апрельскому. Началась подготовка уже к событию, которое будет в сентябре. И еще одно событие. Вы знаете, это как цепочка, одно за другое цепляется, одно за другое цепляется, и вот таким образом растет ваш бизнес, да. Если вы не посещаете мероприятие, у вас эта цепочка обрывается, и потом уже снова склеить тяжело. То есть вы себе усложняете вашу работу. Как только вы пропускаете какое-то событие, у вас до следующего события вам нужно больше усилий приложить для того, чтобы вернуть вот это состояние, вернуть состояние команды и взять эту энергию и снова двинуться. Любой человек, который в компании Бепик поставил перед собой цель зарабатывать здесь те деньги, которые хотите, путешествовать, здоровье, образ жизни поменять, да, нужно обязательно понимать важность события. Нужно понимать все про события. И нужно не просто понимать, одно понимание, но понимание, одного понимания мало. Можно знать, можно понимать, можно сказать, я и так это все знаю, от того, что я один раз не поеду, ничего не случится, но вы потеряете это состояние. Я вам гарантирую, да, что но как только вы будете, особенно вы будете с командой, значит, вы в этом состоянии проживете до следующего мероприятия. Вы знаете, единственное, о чем я всегда жалею на мероприятиях, да, когда я сижу, я всегда жалею только об одном, что надо было еще больше говорить, еще больше людей смотивировать, еще большую команду привести. У меня всегда бывает чувство потери, потому что все события проходят всегда на очень высоком эмоциональном уровне, на очень высоком уровне выступают лидеры. И у меня у самой каждый раз на событиях открывается видение. То есть я на событиях еще больше утверждаюсь, что я в самом лучшем месте, в самой перспективной компании. Поэтому сегодня просто, даже если вы живете, например, в другой стране, конечно же, по возможности нужно забронировать билет и нужно постараться приехать сюда с командами. Ну, вы знаете, да, что мы же любим летать, мы любим ездить. Когда когда-то в 10-м, в 11 годах я реально жила с огромной мечтой состояться в этом бизнесе, стать профессионалом, экспертом по продуктам по здоровью, стать профессионалом по строению команды, профессионалом в организации этих мероприятий. Поэтому мне не важно было, в каком городе проходит мероприятие. Мне важно было, что я там буду. Я сразу же начинала искать билет на самолет, будь то это Лас-Вегас, Солт-Лейк-Сити. Первое мое мероприятие за границей это было Париж, второе за границей это было Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Потом уже пошло-поехало, понимаете, да? И я не см... и самое удивительное, я сейчас оглядываюсь и думаю о том, что ведь это же не маленькие были деньги, но они находились. Деньги всегда найдутся, когда вы решение принимаете. Когда вы говорите, я поеду, я буду, и вот это состояние, вот это свое желание, понимание передаете команде, тогда деньги всегда появляются. И деньги, которые появятся у вас, они появятся откуда непонятно, они появятся на ваше намерение ехать. И самое интересное, вы никогда, никогда, ни разу не пожалеете о том, что вы посетили это мероприятие. Ни разу я не видела ни одного человека, который был на событии и пожалел о том, что туда приехал. Всегда вы получаете намного больше, чем те расходы, которые вы понесли, когда вы делаете перелет или там переезд на то или иное событие. Естественно, когда вы посещаете мероприятия, любые городские, там, региональные, там, в масштабах всей компании, да, естественно, после этого у вас идет как бы такое, знаете, э, такое состояние, что вы вообще ничего не должны пропустить. И одно из ключевых моментов — всегда старайтесь попадать на лидерские каникулы. Потому что лидерские каникулы — это результат труда вашего.
Я считаю, вот некоторые думают, лидерские каникулы — это то место, куда попадают только лидеры. Ребята, в этот раз в компании был объявлен промоушен, который мог сделать любой, даже новичок. 6 месяцев. За 6 месяцев 25 тысяч товарооборота, да, это небольшой товарооборот. Я знаю, что большое количество людей сейчас в конце мая окажутся в отеле Doubletree by Hilton в городе Бодрум. И это люди не обязательно топ-лидеры. Понятно, да, что топ-лидеры попадут, потому что у них обороты, но сюда попадут и те люди, которые, да, сделали 25 тысяч товарооборота. И это будет... Почему надо попадать на лидерские каникулы? Потому что лидерские каникулы — это результат вашего труда. Это место, где именно общение идет на очень-очень другом уровне. Это практически как будто мы семейная встреча, понимаете, да? Это когда приезжает основатель, когда приезжает президент компании, когда приезжают люди, которые вам показывают свои отношения. Там вы будете чувствовать себя так, как вот должен чувствовать человек, который по заслугам за свои труды получает признание. Там уже признание не на сцене, а признание личное, когда для вас устраивают шикарную встречу, для вас устраивают там шикарный завтрак, да, ну, как бы завтрак-встреча. Там будет очень классный ужин, который для вас будет праздничный ужин, который для вас будет делать сам Хесус, организовывать сам Хесус Альварес, да, понимаете? Поэтому, естественно, там отдых, совмещенный с общением. Отдых, когда вы близко общаетесь, можете задать любые вопросы, можете сделать хороший контент, хорошее интервью, можете сделать хорошие фотографии. И ведь вот это все будет дальше работать на ваш бизнес, потому что именно на этих событиях, да и вот, кстати, вообще на всех событиях, на всех мероприятиях идет обмен опытом, идет, как бы вы раскручиваете свой личный бренд, потому что с вами будут делать, я вот остановлю совместное, да, уже картинок у меня дальше нету, поэтому так, вид поставлю, несколько докладчиков, что ли, поставить. Мгм. И вот на этом мероприятии, естественно, когда вы будете, естественно, идет дальше раскрутка вашего бренда. Обязательно на мероприятии, когда приезжаете, привозите со своей командой, вы будете всей командой фотографироваться. Всей командой можно записать какой-нибудь хороший, веселый ролик. Можно сфотографироваться со всеми лидерами, топ-лидерами, да. Можно сделать интервью, еще раз говорю. Можно оттуда выйти в прямой эфир через Facebook, YouTube, через Instagram, TikTok и через прямой эфир показать всему миру, где вы находитесь, с кем вы находитесь, на каком мероприятии вы находитесь. Именно на этом мероприятии вы можете, когда вы привозите своих людей, вы можете своей команде показать, как к вам относятся другие лидеры из других команд, понимаете, да? Потому что у нас, например, всегда это происходит на наших мероприятиях. Мы никогда не делимся, кто чья команда, кто чей человек. Вот даже на живых встречах, да, вот вчера мы были на живой встрече. Вчера как раз был день, когда мы друг друга благодарили, обнимали. И нам не важно было, это с моей структуры человек или не с моей структуры человек. Мы все на этих мероприятиях, очень такое большое сплочение идет, и все на этих мероприятиях понимаем, что, например, все, что делает, например, передо мной сейчас сидит Бахтисаевич, все, что он делает, это работает на мой рост. Все, что делает Батиш Балташева, работает на мой рост. Все, что делают вот и лидеры другие параллельных команд, это все работает на мой рост. Когда кто-то в ТикТоке делает какие-то неправильные вещи, это отражается на росте всей команды. Это не только на его росте, да. Когда кто-то в нашей команде, в наших компаниях делает какие-то неправильные вещи, это отражается на росте, на репутации всей нашей. Например, когда кто-то делает демпинг, да. Вы знаете, когда делает демпинг, вы думаете, что вы дешево продали и кого-то обхитрили. Ну, это немножко не по теме, но наболело, видимо, поэтому из меня идет это. Вы думаете, вы там где-то там выиграли, да, купив продукт, ой, продав продукт. Вы знаете, что вы сделали? Вы показали потребителю, что вы относитесь неуважительно к другим своим коллегам. Понимаете, да? И
Недавно один стендапер в Казахстане, я выступление увидела, так смешно. Он, правда, про Казахстан говорил, говорит, у нас, говорит, казахи, как делают бизнес? Один, говорит, в подъезде своего дома открывает продуктовый магазин и начинает продавать. Сосед увидел, говорит, с другой стороны дома тоже открывает продуктовый магазин, но продает на 100 тенге дешевле. Третий сосед открывает еще один такой же магазин и еще на 100 тенге дешевле продает. И таким образом все трое оказываются банкротами. И ни у кого бизнеса нет. Понимаете, да? Демпинг – это когда продают за цену ниже своей цены. Понимаете, да? Поэтому вот так бизнес лучше не делать. Лучше делать так, как правильно. А как правильно делать, вы обо всем узнаете на наших событиях. Именно на событиях меняется мышление. Меняется, вот, знаете, вот у меня что происходит у самой на событиях? Во-первых, любое событие для меня это праздник. Вот я на события, даже на субботние, на воскресные наши встречи, я иду как на праздник. Почему? Потому что я там встречаюсь с единомышленниками, с теми людьми, которые так же, как я, делают бизнес. И у которых такие же встречаются трудности, у которых такие же радости, как у меня, да. Дали акцию, мы вместе радуемся, да. Кто-то там по сниженной цене продает, вместе огорчаемся. То есть у нас очень много общего. И мы, когда встречаемся вживую, в зуме встречаемся, это классно, особенно когда с открытыми экранами люди сидят, мы вас видим, мы вас узнаем, и вы становитесь такими, как родственники. Но когда на живой встрече, на презентациях встречаемся, это круто. Я рекомендую во всех городах, в любом городе всегда начинают проводиться живые встречи, когда в этом городе рождается лидер. Ребята, если в вашем городе нет живых встреч, станьте тем лидером, который начнет эти живые встречи делать. Сначала будет 2-3 человека. Вот в Алмате, поверьте, в 23-22 годах было мало людей. И снимать даже трудно было ролики. Сейчас у нас полные залы в Алмате. Точно так же в любом городе станьте лидером. А чтобы стать лидером, приезжайте на события. И у вас родится лидер, тот самый лидер, который сидит в каждом человеке. Организуйте вокруг себя, закрутите это все и начните делать. И, конечно же, на события, когда приезжаете, вы, естественно, самое главное на событиях, вот иногда говорят, что я получу на событии. Иногда я слышу, как некоторые продают билеты. Вот там, вот этот 8 тысяч возьмешь, больше денег там заберешь. Конечно, это для потребителей. Вы можете сказать, ты купил билет на 8 тысяч тенге, да? Ты получишь подарок на 15 тысяч тенге. Можно потребителю сказать. Но так уговаривать лидера, партнера своего, это смешно, потому что партнер должен идти не на это. Конечно, это тоже хорошо, да, это получают новички, но партнер должен идти на события за знаниями, ребята, за знаниями. Вот надо стать жадным до знаний. Вы знаете, когда я на первом своем событии в Алмате увидела вот эту картину, что лидеры сетевых компаний проходят по красной дорожке, что они ездят по всему миру, что они со вкусом хорошо одеты, что у них свежие лица. Когда я это увидела, мне плакать хотелось, потому что на тот момент у меня было 16 торговых точек книготорговых. Я была замученная, замызганная, никуда не могу уехать, потому что не могу оставить свои магазины. Я в Турцию, если уеду, я через 3 дня должна была бежать обратно, потому что один продавец напился, другой там проворовался, третий еще что-нибудь. Поэтому, ребята, я когда эту картину увидела, я просто поняла, что я здесь должна быть. И что я делала? Я не могла, мне как воздух нужны были мероприятия, любые, на любом уровне, как воздух, ребята. Мне просто хотелось, я скучала по ним. И сейчас, 15 лет, я помню этот бизнес, все события, все мероприятия, всех лидеров, всех спикеров. И для меня спикер тогда, который мог сделать свое выступление со слайдами, это был герой. И потом я методом тыка научилась делать слайды. Поэтому именно на мероприятиях рождается желание стать лучше в чем-то, желание создать, желание передать как можно большему количеству людей. Знаете, получить знания, потом передать эти знания. Понимаете, да? И вот таким человеком надо стать, жадным. Не надо ходить, не надо быть инертным, не надо ходить в развалочку, не надо говорить, я сижу в стриме, продаю продукт, зарабатываю 500 тысяч, и этого мне достаточно. Ребята, недостаточно. Потому что
В любой момент, когда вы не сможете выходить в стрим, вы не сможете продавать. А когда вы бываете на событии, привозите всех своих людей на событие, вы создаете, ну, совсем пассивного дохода не бывает, но во всяком случае, даже если где-то вы на какое-то время отойдете, ваш бизнес будет двигаться. Тогда и только тогда скажите, поставьте плюсики, пожалуйста, в чате, кто хочет каждое утро открывать свой кабинет и видеть там рост товарооборота, без вашего участия. Вот открыл кабинет, там 1000, открыл кабинет 2000, открыл кабинет 3000, открыл кабинет бриллиант, открыл кабинет двойной голубой. Хотите так? Все хотят, правда же, да? А что для этого нужно делать? Для этого как можно больше людей должны получить знания, понимание, умение делать бизнес через эти события. И почему? Поэтому надо на этих событиях быть. Одного вас не хватит. Люди, многие вас могут уже не слышать. Я приелась в своей команде. И они уже, наверное, слышать мой голос не могут. Поэтому я свою команду привезу на это событие, чтобы они услышали Бибигуль, Ерлана, Булата, Галию, Райхан Жаманкул, Вайжан. Кто там из топ-лидеров будет выступать, да? Возможно, приедут из других стран тоже. Я поэтому привезу своих людей, чтобы они других топ-лидеров увидели. И чтобы они от них услышали то, что я говорю каждый день, то, что они меня перестали слышать. И поэтому, да, они должны увидеть, как Бахт Исач рок-н-ролл станцует в конце концов. Он обязательно станцует, наверное, понимаете, да? Увидели, что в любом возрасте можно быть таким. В любом возрасте можно быть в состоянии счастья, ребята. Вот я, вот конкретно, да, еду за счастьем. А, не за туманом. Есть же песня а я еду за туманом, да? За деньгами едут только дураки. Поэтому не за деньгами надо ехать, а за счастьем надо ехать на это событие. Потому что счастье быть экспертом, счастье быть продвинутым, счастье быть человеком, понимающим, счастье делиться с вами. Вот сейчас сижу, и я так рада, что я могу вам сказать, что я была в Париже, в Лас-Вегасе, Солт-Лейк-Сити, в Казани, в Киеве, в Новосибирске, в Москве, ну, я не знаю где, во всех городах Казахстана, в Бишкеке, Ташкенте, на Тенерифе, в Макао. Я могу долго перечислять, ребята. Я рада, что я могу вам сказать, что я там была. Я рада, что я могу своим детям, внукам сказать, что я во всех этих городах была. Благодаря MLM-бизнесу, благодаря классным, крутым компаниям, американским, двум компаниям. Это вторая моя американская продуктовая компания, ребята. И мне не стыдно сказать, да, и я поняла этот бизнес изнутри. Я его прочувствовала только благодаря тому, что посещала все мероприятия, ребята. Только благодаря тому, что на разных мероприятиях слышала разных спикеров. И были топ-лидеры, которые тогда проводили. Я всех, вы знаете, даже когда свет выключали в зале, вы приезжаете обязательно с блокнотами. И даже когда выключали в зале свет, я строчила вслепую. Строчила все, что надо. И знаете, иногда бывает, даже сейчас, когда мне надо на ту или иную тему тренинг провести, ну, сейчас как-то проще, в интернете можно что-то нарыть, да, но в интернете это все равно чужое. А другое, когда у меня вот так в ряд книжной полки стоят вот эти все блокноты, вот так в ряд, я не выбрасываю все это. Я иногда за какой-то год вспоминаю, помню, вот это было, Олег Огромный или еще какие-то топ-лидеры, да, проводили эту тему. Я нахожу это все, и я начинаю там искать, смотреть, и я передаю, живое, ребята, передаю. То, через что я сама проходила, и то, что я конспектировала, записывала, вот это я передаю. И это, знаете, это свобода. Вот поверьте мне, события научат быть вам свободными, плавать в большом океане, как рыба, понимаете, да? В этом бизнесе плавать как рыба вы сможете только тогда, когда вы посещаете события и впитываете кожей, видите глазами, слышите ушами, чувствуете тактильно, когда обнимаете других лидеров, понимаете? Вот что такое событие. Это не просто там ехать, не ехать, можно и не ехать, в следующий раз поеду. Ребята, следующего раза не бывает, потому что цепочка вот эта обрывается, если вы на этом событии не были. Если у вас руки и ноги, вот смотрите, не дай бог, конечно, да, я считаю, ну, я не буду про смерть говорить, не люблю, потому что, ну, она как бы бывает так, что неожиданно, да, не дай бог, все мы живы, здоровы, пока мы живы, нам надо быть. Единственный случай, единственная причина, по которой вы можете не приехать на событие, если у вас 11-12 числа роды, если вы рожаете. Понимаете, единственное, когда вы не можете. Во всех остальных случаях можно все отменить и приехать. Понимаете, да?
Потому что, ну, реально, других поводов не приезжать на это событие не может быть вообще, ни под каким предлогом. И каждый из вас, то 223 человека, да, я знаю, есть, конечно, люди, которые в России где-то далеко сидят, ехать, дорогие билеты. Я вас приглашаю на форум. Если вы сюда не сможете, покупайте билеты, планируйте сейчас уже, планируйте форум в сентябре, чтобы побывать в Алмате. Прекрасное время в Алмате в сентябре. Фруктов валом, тепло, все цветет, ой, цветет, говорю, желто-красного цвета, еще листья у нас есть, цветы, кстати, да, розы еще цветут вовсю у нас весь город в розах, поэтому горы, красивые горы, да, зеленые, с белыми верхушками, снег целое лето лежит у нас на верхушках, понимаете, на сентябрь, а все, кто в нормальной доступности, Бишкек, Ташкент, там все города Казахстана, вы обязательно должны быть на этом событии в апреле. И нужно сейчас думать о том, сколько со мной человек будет. 10 человек, 20 человек или 50. Ну, бриллианты, конечно, минимум на 50 надо ставку делать. Да? Вот Айбулат Куспанов открыл камеру. Айбулат завтра же передают тебе 50 билетов. Вот, поэтому это реально. 50 потребителей, 50 партнеров, 50 своих золотых, серебряных. Всех посадить нужно. Обязательно это событие. Понимаете, чтобы вы могли через какое-то время, вот как я сейчас говорю, вот вы чувствуете, да, что я проходила много событий. Я проходила даже события, вы знаете где? Возле Солт-Лейк-Сити в штате Юта есть город Парк-Сити. И мы туда ездили, лидеры в первой компании, и у нас событие проходило на ранчо. Мы кидали лассо, у нас был ковбойский ужин. То есть там вообще это было, ну, настолько... Как? Вот, и у нас туда был сплав по бурной реке на плотах. У меня есть на Фейсбуке, если вы зайдете, там есть все фотографии с этого события. Понимаете? Фейсбук – это моя история, там все есть. Поэтому я была в Москве, когда ездила туда на события, у нас там был национальный вечер в национальных одеждах. Я туда, ну, офигенный такой казахский красный наряд тащила в чемодане, взяла его за бешеные деньги в аренду и через все эти метро огромный чемодан таскала, чтобы этот наряд надеть на этот вечер. Понимаете, просто, вот моя жизнь, да, вот эти 15 лет, они 15 последних лет, они настолько насыщенные, намного насыщеннее, чем 45 лет до этого. Понимаете, да? Поэтому вот что дает MLM, вот что дает событие. И быть в компании BEPIC, работать в компании BEPIC, стараться сделать здесь бизнес и не посещать бизнес-события, бизнес-встречи – это преступление против себя, против своей команды, против тех людей, которых вы завтра позовете на мероприятие. Знаете, еще одну вещь скажу вам напоследок, надеюсь. В этом бизнесе, этот бизнес смогут те люди делать, которые любят другого человека. Вы знаете, вот трудность этого бизнеса, еще раз повторю, я начала с этого, да, сегодняшний Zoom, что это работа с людьми. Очень трудно работать с людьми. Потому что очень трудно работать с людьми. Люди бывают разные, со всеми тараканами. Тараканы у всех разные. Жирные, худые, упитанные, всякие тараканы в головах у людей. И вот справляться с этим тараканом, да, человек часто не может, и с ними работать трудно. И вот эти тараканы убираются только на таких событиях, чаще всего. И вы знаете, что скажу? Легко работать, справляться с людьми тогда, когда вы этих людей любите. Когда вы людей не любите, вам не хочется их приглашать в бизнес. Когда вы людей не любите, вам не хочется говорить информацию. Когда вы людей любите, вы же каждый, кто здесь сидит, 200 с чем-то человек, вы любите наши продукты, правда же? Вы все получаете от них результаты. Вы все что-то все равно зарабатываете. В нашей компании даже чуть мизинчиком пошевелил, деньги капают. Согласитесь? В бэк-офисе всегда деньги есть. $1, $5, $10, $20, $100, 200, 500, 700 и так далее. Шевелишь мизинчиком – одна сумма, шевелишь всей рукой – другая сумма, двумя руками шевелишь – третья сумма, ногами шевелишь – четвертая сумма, мозгами шевелить начинаешь – там вообще уже бешеные деньги. Понимаете? Вот это все есть в нашей компании. Вы же это получаете, вы же понимаете. А почему вы тогда не приглашаете на события? Почему вы не приглашаете в бизнес? Вы не хотите добра другим людям? Вот если вы хотите добро другим людям, зовете, не покладая рук, не ленитесь, говорите, говорите, говорите. Понимаете? Говорите всем. Имеющий уши услышит.
но вы зато свое дело сделали. Понимаете? Вы свою любовь таким образом проявляете к людям. Когда вы говорите человеку, не надо искать больных, любому человеку, всем говорите, потому что любому человеку нужно здоровье. Наша компания, наши продукты, они не оздоравливают других, ой, не лечат, наши продукты оздоравливают. Если вы желаете здоровья другим людям, вы просто говорите подряд всем. Выйдите, скажите уборщице, дворнику, продавцу в магазине, учительнице ваших детей, говорите однокурсникам, одноклассникам, кудаларға, как казахи, да, у казахов очень много кудалар обычно, да. У нас еще есть, знаете, какая категория? Кудалар – это сваты. У нас мало своих кудалар. У нас есть кудалар, ну, кудалары есть. Правильно же, да? Мы с ними тоже дружим. Поэтому, ну, еще есть такая картинка, когда люди говорят, людей мало. Смотрите, вот возьмите треугольник, да, треугольник. Вот эта сторона треугольника – это ваши родственники. А эта нижняя сторона – это ваши друзья. А следующая сторона – это ваши соседи. Родственники, друзья, соседи, да, знакомые. Теперь возьмите, у ваших родственников есть соседи. Дальше треугольник идет. А у соседей есть друзья. У ваших друзей есть родственники. А есть у них соседи. И вот этот треугольник, если нарисовать и написать на 3 сторонах соседи, родственники, друзья, можно этот треугольник, этим треугольником завернуть весь земной шар. Треугольниками, одни треугольники. И они будут продолжаться, продолжаться, продолжаться бесконечно. Вот что такое, когда вы сказали соседям. Потому что соседу, которому вы сказали, он может передать, этот сосед, своим родственникам, своим друзьям. Родственники ваши могут передать своим соседям, своим друзьям. Друзья могут сказать своим родственникам, своим соседям. И так бесконечно. Ребята, бесконечно. И вот эта бесконечность в вашей голове появляется тогда, когда вы, что? Когда вы приходите на события. И чаще бывает так, что вот ты поленился сказать, а твой родственник, сосед, земляк уже в структуре у кого-то. Часто так бывает? Бывает. Поэтому важность событий, я думаю, сегодня я передала. Вот, ребята, знаете, настолько тема мною любимая, настолько я вообще, почему любимая? Потому что э, я понимаю, насколько важно, да. У нас, конечно, MLM бизнес, он строится на многих-многих факторах. И самый главный фактор, без чего не может существовать MLM бизнес, это без того, если вы людей не будете приглашать. То есть свежей кровь, постоянное вливание людей должно быть, да. Как только вы перестали приглашать, MLM заканчивается, бизнес заканчивается. Но что такое событие? Это повод пригласить, ребята. Одно дело, вы приглашаете на продукт или приглашаете на бизнес. Говорите, о, здесь хорошо делает бизнес, или там классный продукт. А ведь еще один повод у вас появился. Куда пригласить? На крутое мероприятие. На крутейшее мероприятие. Ну и, конечно, после того, как вы кучу людей позвали, всем сказали, вот эти билеты всем продали. У нас такие классные билеты в этот раз. Каких они у меня там находятся. Вот. Я взяла 50 билетов, и моя цель, конечно, очень быстро продать и прийти за следующим 50, если их не разберут к тому времени. Нужно вот это чувство ускоряться. Нужно чувство вот это рождать в себе, что не успею, побыстрее, побольше, побольше, побыстрее. Вот здесь надо быть жадным. Вот жадным надо быть. Я скажу, что любой, вот MLM чем хорош, любой может быть любым. Любой может сделать результат. И кто не может делать результат? У которого нет в себе понимания, уверенности, у которого жетон не упал, который не уверен, нет веры и так далее. Все это получаете, опять же, еще и еще раз. Я эти слайды скину, пожалуйста, во все чаты. Посмотрите, найдите, прямо мотивируйте этими слайдами. Пройдитесь по ним и еще раз. И, еще с этими слайдами вы можете, с этими слайдами у себя в командах, маленьких командах тоже провести зумы. Ребята, в своих командах с этими слайдами, без этих слайдов нужно передавать. Через зумы надо передавать. Эти же слайды вы можете использовать, когда будет у нас форум большой тоже. На этот форум тоже используйте эти слайды, ребят. Потому что я туда вложила реально свою любовь, свое знание, свою энергию, свое понимание и свое огромное желание, чтобы каждый из вас на событии был, во-первых, вот здесь вот 218 человек сидит. Очень жаль, конечно, в Казахстане вообще на сегодняшнем зуме должно сидеть 500 человек, только Казахстана, а у нас всего 218. Но я понимаю, что сейчас время Ураза, да, это тоже опять смак, это проверки нас, да,
Не всегда же в легкое время только делается бизнес. Бизнес делается и в трудные времена, как на Украине, да, в тревожные времена, как у нас все равно происходит вот такое сейчас, у всех и в России сейчас такое, да, не очень хорошее, да, всем сложно, и всегда бывает сложно, и никогда не бывает идеального момента. Поэтому, конечно же, нужно обязательно быть на этих мероприятиях. Конечно же, для того, чтобы ваши люди, ваши новые люди были на всех событиях, вам нужно приглашать на Zoom встречи тоже. Сажать на зумах наших презентациях людей. Ребята, ну реально, да, Zoom послушает, и люди могут включиться. Вот завтра у нас будет презентация в Zoom, да. В эту среду мы работаем с командами. В пятницу у нас будет мероприятие тоже, да, когда мы признание даем всем, кто сделал за этот прошедший месяц больше, чем остальные, да, это вот все, кто бонусы в жизни, там ранги сделали, будем признавать. В четверг у нас на разных, на своих языках будут, на национальных языках мероприятия. Это Zoom-встречи. Это Zoom-встречи, на которых тоже, я говорю сейчас о Zoom-встречах тоже надо бывать. И, конечно, следующая у нас неделя женский праздник, 8 марта, тоже надо сделать поводом для того, чтобы встретиться с подругами и пригласить. Подарите на 8 марта, кстати, билеты на события. Во, батюшка Полташева, батюшка, на мероприятие подарите билеты всем. Всем женщинам, всем подругам, всем подарите вместо цветов, вместо тюльпанов подарите билеты на наши события. Казахстанцы 7 марта. Хорошая идея. И кыргызстанцы Динара Абдрахманова тоже так внимательно слушает, глаза в потолок поднимает. Я прям подозреваю, что она точно 50 человек сама привезет. Рождается внутри, да, чувство, да, я вывезу, я привезу, я вам покажу, как надо приезжать. Кыргызстан всегда приезжает со своим красным флагом, на больших, на автобусах больших они заказывают. Вообще с них надо брать пример. И сейчас, представляете, это вот легенды потом складываются о таких людях. Вот представьте себе, с Талдыкургана едет автобус, с Бишкека едет автобус, там с Шымкента едет автобус, Таджикистан. Посмотрите, таджикистанцы тоже приедут. Представляете, да? Вот вам, пожалуйста. Вот вам. Поэтому а, это вообще круто. И с какого региона приедут лидеры, в том регионе, конечно, будет рост. Очень большой рост будет. Поэтому обязательно, обязательно просто сегодня казахстанцы, просто разберите билеты и все. Просто разберите. И дайте понимание каждому человеку, кто с вами соприкасается. Анара же Купаева, с Талдыкургана с вас автобус. Иргалиеву не вижу, уже Купаева перед собой вижу, поэтому тебе говорю. С вашего Талдыкургана автобус ждем, Шымкента, с Тараза Райхан автобус тоже привезет. Понимаете, вот, если, например, со Астаны самолетом только лететь, то с других городов можно и на автобусах приехать. Вот такие дела, ребята. Поэтому я за... И знаете, вот самое интересное, что наш бизнес – это бизнес же истории, а истории слагаются на событиях. Я всегда слышала много историй о том, что какой-то человек, будучи просто простым лидером, простым партнером, вывез на какое-то событие 20 человек. В России очень много таких историй. Например, Санкт-Петербурга привез там еще куда-то, или там Самара привез в Москву, там еще что-то, да, автобусами, машинами привез людей, и после этого пошел рост, и он стал первым чеком и так далее. Таких историй много, очень много. Поэтому сейчас, конечно же, важное время сеять, а пожинать плоды уже будем после этого мероприятия. Вот. Поэтому, ребята, я сейчас остановлю запись.